Работы огромное количество. Наша задача выстроить администрацию таким образом, чтобы она совместно с правительством в едином интерфейсе, единым строем решала все задачи на благо республики. Администрация достаточно серьезно модифицировалась в этом году, собственно говоря. У нас есть определенные планы по ее оптимизации, по убиранию, по ликвидации дублирующихся функций. И прежде всего я хотел бы сделать в администрации хорошую команду, чтобы, во-первых, люди шли на работу с удовольствием, решали задачи с полной отдачей, чтобы администрация и органы исполнительной власти работали в едином интерфейсе, решали единые задачи. Это в первую очередь работа по командообразованию администрации, которая должна быть. Ситуация совершенно логичная. Смотрите, Министерство массовой коммуникации, информатизации и связи, оно отвечало за информационное обеспечение, за связь, за телеком. Во всех органах исполнительной власти, в Госсовете, везде есть программное обеспечение, везде есть средства связи. И практически централизовать эти функции в администрации, это значит сделать их равноудаленными от всех органов исполнительной власти. Мы будем в лице администрации исполнять функции, собственно говоря, по обеспечению деятельности органов исполнительной власти. Это будет совершенно открытая, прозрачная система, которая нам позволит не только оптимизировать эту работу, но и, я думаю, существенно сократить определенные виды расходов. У нас нет задачи как можно больше людей выбросить на улицу, оставить их без работы. У нас есть задача оптимизировать, убрать излишние расходы, убрать абсолютно всякое дублирование и обеспечить оптимальную работу. Министерство промышленности и Министерство природных ресурсов выполняют совершенно сходные функции. Везде, где решаются вопросы по развитию промышленности, по каким-то объектам, которые существуют в республике, по производству, по предприятию, везде возникает вопрос экологии. Чтобы исключить излишний документооборот, излишние сроки согласования, мы просто объединяем эти ведомства для того, чтобы упростить работу. Это опять же направлено на благо, прежде всего, республики. Что касается принятия решений, контроля, как вы говорите, объединения в единой структуре двух ведомств, у нас есть контрольные функции, у нас есть правоохранительные органы, у нас есть системы общественности, да, общественные организации, которые, безусловно, контролируют как состояние природопользования, как природу, как экологию, так и, собственно говоря, работу промышленности. И объединение органов исполнительной власти и постановка для них единой задачи, это не значит уменьшение контроля и нарушение каких-то общих принципов. Что касается предыдущей команды, я никогда не ставлю задачу себе оценивать эффективность ее работы. Хозяйство, которое мы приняли при объединении Комитета информатизации и связи и агентства по СМИ, мы приняли это хозяйство в том виде, в каком оно существовало. Вопросы о правомощности или корректности решений, которые принимались прежним руководством, они исключительно находятся в ведении правоохранительных органов, поэтому здесь я никоим образом не берусь комментировать. Что касается второй части вопроса, да, о работе со СМИ, я на протяжении прошлого года достаточно большую, я считаю, работу провел как на коллегиях с подведомственными СМИ, так и с независимыми средствами массовой информации. Мы объявили, и я считаю, реализовывали такую политику, что СМИ должны быть свободными, саморегулируемыми. Я считаю, что вряд ли кто-то возразит, мы никаких действий не предпринимали по давлению на СМИ, по препятствованию их работы. И опять же, как я рассказывал в случае объединения двух ведомств на примере Минприроды и Министерства промышленности, мы также можем объединить, ведь администрация это такой же орган исполнительной власти, который также решает задачи, и оно от лица министерства будет также являться заказчиком, допустим, каких-то систем безопасности, когда у нас глава отвечает за безопасность жизнедеятельности людей. Это совершенно естественно должно быть в органе исполнительной власти, то есть в администрации. Точно так же администрация может объединять функции регулирования СМИ и обеспечение субсидирования каких-то договорных отношений и, собственно говоря, функции политические, когда мы освещаем деятельность республики в средствах массовой информации, когда мы объявляем некие гранты, когда даем какие-то субсидии. Это два подразделения, которые будут равно удвоены друг от друга, их работа будет, собственно говоря, организована, я считаю, и управляться внутри администрации эффективно.
Ну и плюс, опять же, у нас есть система контроля как со стороны надзора, правоохранительных органов, так и со стороны общественности, ну и, собственно говоря, со стороны вас, уважаемые коллеги, журналисты, которые никогда не умолчат, если у нас будут какие-то проблемы. Я всегда открыт, готов обсуждать это.